Уважаемые родители и педагоги, дорогие ребята, наступила осень. Остались позади летние каникулы, во время которых вы успели как следует отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. Именно после каникул вам как никогда потребуется сосредоточенность на дорогах. Кто-то отвык от интенсивности дорожного движения, а кто-то будет делать первые самостоятельные шаги по пути в школу. Учебный процесс – это увлекательный, насыщенный и ответственный период в жизни каждого человека. И чтобы он стал незабываемым и комфортным, необходимо помнить о простых правилах безопасного поведения на дорогах. Самое главное – это внимательность и осторожность. Привет! Как сделать дороги безопасными? Я юный инспектор движения Маша, и я знаю ответ на этот вопрос. Смотри это видео и тоже узнаешь. Регулируемый пешеходный переход – это участок проезжей части, выделенный специально для перехода через нее пешеходов. Здесь есть не только транспортный, но и пешеходные светофоры. Транспортный светофор предназначен для регулирования потоков транспортных средств и пешеходов. Он позволяет двигаться сначала одним, затем другим участникам дорожного движения. Это удобно. Задача пешехода – сделать себя видимым, заметным для водителя. Световозвращающие элементы в этом помогают. Убедись, что они есть у тебя на одежде или рюкзаке. Всем привет! Меня зовут Саша, и я юный инспектор движения. Расположение таких элементов имеет значение. На ногах световозвращающие элементы следует крепить горизонтально в нижней или средней части штанин, либо вертикально по наружной стороне. На ботинках следует размещать их сбоку. Особо любопытный заметит, что световозвращатели бывают различных цветов. Белые, желтые, а иногда и других цветов. Какой выбрать? Тут ответ простой. Чем ближе цвет световозвращателя к белому, тем ярче он будет светиться. Желтый и оранжевый также хорошо возвращает свет к источнику. Не рекомендуется использовать световозвращатели с темным цветом, таким как синий или черный. Как безопасность зависит от пассажиров маршрутного транспорта. Входить и выходить из маршрутного транспорта можно только при полной его остановке. Войти первыми могут пассажиры с детьми дошкольного возраста, беременные женщины и инвалиды. Дожидайся маршрутное транспортное средство у остановочного павильона или на посадочной площадке. Не стой близко к краю проезжей части дороги, потому что можно зацепиться за выступающие части автобуса, например, зеркала заднего вида автобуса, или получить удар от прибывающего автобуса. Выходить и входить в транспортное средство можно только на остановках общественного транспорта. Проезжую часть нужно переходить только после отъезда маршрутного транспорта. Иначе, из-за, например, автобуса, можно не заметить другие подъезжающие транспортные средства. Дождись, когда он отъедет от остановки. И если рядом с ней есть пешеходный переход, переходи проезжую часть по нему. В соответствии с пунктом 22.9 правил дорожного движения Российской Федерации, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкции которых предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности и детская удерживающая система Isofix, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкции которых предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности и детская удерживающая система Isofix, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля только с использованием детских удерживающих систем, устройств, соответствующих весу и росту ребенка. С 7 до 12 лет на заднем сидении родители могут использовать как автокресло, так и обычный ремень безопасности. Я очень люблю ездить на велосипеде и считаю, что это должно быть безопасно для всех участников дорожного движения. Для езды на велосипеде нужна специальная экипировка. Она
уменьшает шанс получить травму при падении. Согласно исследованиям, самые частые и опасные виды травм при падении с велосипеда – черепно-мозговые. Другие важные элементы велосипедной экипировки – налокотники, наколенники, световозвращающий жилет, зажимы для штанин, перчатки. Наколенники и налокотники обеспечивают защиту суставов, колен и локтей от ударов и кожи на них от травм, царапин и ссадин. Защита должна плотно сидеть на локтях и коленях. Согласно пункту 1.2 правил дорожного движения, велосипед – это транспортное средство, а велосипедист – лицо, управляющее велосипедом. Велосипедист должен четко знать, по каким частям дороги можно передвигаться и учитывать ограничения на передвижение по проезжей части и тротуарам в зависимости от своего возраста. Знать правила дорожного движения и ориентироваться на дорожные знаки. Помнить о знаках приоритета. Внимательно следить за сигналами светофоров. Выполнять общие рекомендации по безопасности. Велосипедисты в возрасте до 7 лет должны передвигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам на стороне для движения пешеходов, а также в пределах пешеходных зон. Велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет должны передвигаться по тротуарам, пешеходным, велосипедным или велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Велосипедисты старше 14 лет должны передвигаться по велосипедной дорожке, велопешеходной дорожке, полосе для велосипедистов. Возможно, также передвижение по правому краю проезжей части дороги. Давайте поговорим о средствах индивидуальной мобильности. Так называют устройства, имеющие одно или несколько колес, предназначенные для передвижения человека посредством использования двигателя или нескольких двигателей или мускульной энергии человека. Это роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, за исключением велосипедов и инвалидных колясок. На сегодняшний момент лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности, приравнены к пешеходам. Но они по факту не совсем пешеходы. Они развивают большую скорость, им труднее тормозить и маневрировать. Поэтому есть риск попасть в аварийную ситуацию. Особенно это опасно, когда пути лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, пересекаются с путями водителей и пешеходов, например, на пешеходном переходе. Кстати, производители не рекомендуют допускать к управлению электросамокатами, гироскутерами и моноколесами детей, не достигших 14 лет. Я от всей души поздравляю всех вас с Днем знаний и началом нового учебного года. Пусть этот год станет для вас интересным, насыщенным событиями, полных новых побед и свершений. И, конечно же, безопасным. Помните, правила дорожного движения – это правила жизни, которые соблюдать надо всегда.